28 августа в рамках официального визита в страны Европы министр иностранных дел Китая Ван Yi встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Уйгуры, жители Гонконга и тибетцы, которые собрались у здания министерства, потребовали, чтобы французское правительство придерживалось принципа главенства прав человека и призвало Китай прекратить нарушения. Франция стала четвертой страной, которую посетил китайский министр. Антикитайские протесты прошли и во время визита в Италию, Нидерланды и Норвегию. Как сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, Ассоциация французских уйгуров и тибетских студентов обратилась к президенту Макрону и министру иностранных дел Ле Дриану с просьбой обозначить решительную позицию перед репрессиями Коммунистической партии Китая. В пятницу утром более сотни человек собрались у здания Министерства иностранных дел, неся флаги Восточного Туркестана, Тибета, Гонконга и Тайваня. Репрессии Китая против уйгуров и тибетцев спровоцировали волну протестов по всему миру. 28 августа акции в поддержку уйгуров и тибетцев прошли в Токио, Аделаиде, Франкфурте и Вашингтоне. Протестующие потребовали, чтобы Чен Чуанго был привлечен к ответственности за нарушение прав человека в Восточном Туркестане и Тибете. С 2011 по 2016 год Чен Чуанго являлся губернатором Тибета, а затем переведен в Восточный Туркестан. Акции протеста против притеснения уйгурских мусульман прошли и в столице Бангладеш. Синдзо Абе, возглавлявший правительство Японии с 2012 года, объявил в пятницу о своей отставке. Абе организовал в Токио первую с 18 июня пресс-конференцию, на которой сообщил об ухудшении состояния здоровья. По его словам, последние обследования говорят о том, что болезнь прогрессирует. «Я узнал о диагнозе в прошлом месяце. В середине текущей недели были вновь проведены анализы», – рассказал он. Премьер-министр отметил, что в государственном управлении важен результат. «Я уже не в силах принимать правильные решения. Нет никаких гарантий поправки. Скоро откроется парламент, и я выбрал наиболее верное с моей точки зрения время для отставки с поста, который я занимаю 7 лет и 8 месяцев», сказал 65-летний Абе. Язвенный колит уже стоил Абе первого премьерского срока. Японский лидер не раз встречался с уйгурскими активистами, интересовался проблемой уйгуров и затрагивал вопрос концентрационных лагерей на встречах с китайскими официальными лицами. Китайские потребители могут бойкотировать Apple, если Соединенные Штаты запретят WeChat, предупредил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Джао Лидзян. Лидзян написал в Твиттере в пятницу, что если WeChat будет запрещен, то не будет причин, по которым китайцы продолжат пользоваться iPhone и продуктами Apple. Однако это вызвало споры в социальных сетях, когда было замечено, что китайский представитель опубликовал этот твит через iPhone. Президент США Дональд Трамп объявил о запрете с середины сентября WeChat и TikTok, обвинив их в угрозе национальной безопасности. Если указанные компании продадут свои акции в США американским компаниям, санкции будут отменены. В этом контексте ведутся переговоры о продаже Microsoft части акций TikTok. Президент Тайваня Цай Инь-вэнь выступила 28 августа на церемонии открытия Центра технического обслуживания истребителей F-16, созданного компанией Хансян. В своей речи Цай сказала, что создание этого центра поможет Тайваню повысить уровень обороноспособности в воздухе. Цай Инь-вэнь рассказала, что для защиты суверенитета страны и обеспечения мира и стабильности в регионе необходимо укреплять оборону, а не присмыкаться. Она добавила, что страна идет по верному пути, укрепляя оборонную промышленность и обеспечивая самодостаточность. Администрация острова заказала 66 истребителей F-16 5 серии для модернизации существующего парка F-16.